В начале октября прошлого года власти Пакистана приняли решение, согласно которому мигранты, не имеющие законного вида на жительство в Пакистане, должны покинуть страну до 1 ноября. В противном случае они будут депортированы. Турки-уйгуры, мигрировавшие из Восточного Туркестана из-за репрессивной политики Китая и попавшие в Пакистан через Афганистан, были зарегистрированы как афганские беженцы при въезде в страну. С тех пор турки-уйгуры, у которых нет иного юридического удостоверения личности, кроме так называемого афганского беженца, подвергаются преследованиям со стороны пакистанской полиции, а в их домах с конца 2023 года проводятся обыски. Эта ситуация привлекла внимание Верховного комиссара ООН по делам беженцев и некоторых правозащитников. В результате переговоров с пакистанскими властями в середине ноября прошлого года правительство Пакистана приняло временное решение о продлении срока пребывания уйгуров в Пакистане еще на 6 месяцев. Амар Убайдулла, президент Уйгурского фонда в Пакистане, сообщил, что согласно недавно принятому в Пакистане закону о виде на жительство, срок временного пребывания 18 семей турок-уйгуров, проживающих в Равалпинди, истекает 1 апреля 2024 года и что правительство не дало им гарантий о продлении срока пребывания. Ма Синруй, секретарь Комитета Коммунистической партии Китая, так называемого Синьцзянь-Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане, 30 марта посетил город Хотан и призвал к усилению политики геноцида и так называемой борьбы с терроризмом. Согласно информации китайских СМИ, Ма Синруй отправился в Хотан 30 марта и во время своего визита повторил ошибочное утверждение о необходимости настаивать на политике систематического геноцида, проводимой в течение последних 10 лет под предлогом борьбы с терроризмом, усиления государственного террора в Восточном Туркестане и защиты так называемых прав человека китайским законом, и заявил, что на политике борьбы с терроризмом следует настаивать для обеспечения социальной безопасности и мира в регионе. Правительство Тайваня, пострадавшего от сильного землетрясения, не приняло предложение Китая о помощи. Сильное землетрясение произошло 3 апреля в тайваньском городе Хуалиен. В результате землетрясения погибли 9 человек, 1038 человек получили ранения, 93 человека оказались в затруднительном положении, 52 человека пропали без вести. В китайских социальных сетях появилось множество сообщений и комментариев, высмеивающих и выражающих радость по поводу землетрясения на Тайване. Weibo наказал некоторых пользователей за наслаждение катастрофой и саркастические комментарии о землетрясении на Тайване. Некоторые блогеры призвали Пекин отправить войска на оккупированные территории под предлогом помощи Тайваню. Китайское управление по делам Тайваня предложило оказать стране помощь в ликвидации последствий землетрясения, в то время как Тайвань сообщил, что не нуждается в помощи Китая. Грузовой поезд, отправившийся из зоны содействия торгово-экономическому сотрудничеству Китайской шанхайской организации сотрудничества в Циндао, взял курс на Москву, столицу России. Поезд, груженный холодильниками, стиральными машинами и другими товарами, впервые отправляется в Москву в качестве грузового поезда Китай-Европа. По сообщениям китайской прессы, этот поезд прибудет в Москву примерно через 20 дней. Сообщается, что администрация США готовится получить одобрение Конгресса на продажу Израилю 50 истребителей F-15 на сумму $18 миллиардов. Газета New York Times сообщила, что Госдепартамент уведомил 2 профильных комитета Конгресса об одобрении этой сделки, которая станет одной из крупнейших продаж оружия Израилю за последние годы.